В Крыму продолжается мероприятие, посвященное Дню крымско-татарской письменности. Так, в библиотеке имени Гаспринского прошел круглый стол, посвященный древнетюркскому письменному памятнику XI века, дидактической поэме «Кутагду-Белик» и его автору Юсуфу Баласагунскому. На мероприятии побывал и наш корреспондент Мухаммед Закиряев. Проводить дни крымско-татарской письменности в библиотеке имени Гаспринского уже стало хорошей традицией. На протяжении нескольких лет здесь проходит ряд мероприятий, связанных с историей и развитием нашей письменности. К примеру, в этом году сотрудниками библиотеки был подготовлен круглый стол, в ходе которого участники обсудили древнейший памятник тюркской письменности, сохранившийся до наших дней. Студенты и преподаватели факультета крымско-татарской и восточной филологии Таврической академии выступили с докладами о жизни и деятельности тюркского писателя Юсуфа Баласагунского. Сегодня прошло мероприятие, посвященное Дню крымско-татарской письменности и культуры. В этом мероприятии приняли участие наши преподаватели и студенты нашего факультета. Я считаю, что это очень важное мероприятие для современной молодежи и надеюсь, такие мероприятия в дальнейшем будут проводиться чаще. Юсуф Баласагунлы родился в 1017 году в столице государства Караханида в городе Баласагун. Его отец являлся одним из видных богатых людей того времени. В возрасте 50 лет Юсуф завершил поэму «Благодатное знание», начал писать свою книгу «Баласагуне» и закончил в Кашгаре. Многие тюркоязычные народы по праву могут считать его произведение иском или первым шедевром своей письменной литературы. Юсуф Баласагунлы был противником тех, кто, пренебрегая своим родным языком, говорил или писал на арабском или персидском языках. Сегодня в Республиканской крымско-татарской библиотеке имени Гаспринского в рамках Дней крымско-татарской письменности и культуры проходит круглый стол, посвященный Юсуфу Баласагунлы и его дидактической поэме, написанной в XI веке «Кутагду-Белик». А также прошла презентация выставки «История крымско-татарской письменности и культуры», на которой представлены материалы, отражающие развитие крымско-татарской письменности. Это от архона-енисейских памятников VI века до сегодняшнего дня. Крымско-татарский народ имеет богатую культуру, древнюю письменность и литературу. История каждого народа изучается на основе памятников материальной культуры. Одним из главных источников, свидетельствующих об уровне развития того или иного народа, является его письменность. Мухаммед Закиряев, Умер Мустафаев, телеканал Миллет.